Этническая история Тибета в первом тысячелетии нашей эры. Первое. История Тибета в эпоху его расцвета 7-9 века. В XIX – первой половине XX века изображалась крайне однобоко. В распоряжении историков были только сочинения буддийского направления, трактовавшие местную религию Бон как демонопоклонничество и уделявшие крайне мало внимания событиям политической истории, этногенезу тибетцев и историческим судьбам народов, сопредельных с Тибетом. В настоящее время эти пробелы в известной мере восполнены, но встали новые вопросы, уже не о ходе событий, а о генезисе их и интерпретации тибетской этнической истории на фоне общей истории Восточной Азии. Второе. О начале тибетской истории нам известно, что в начале нашей эры на Тибетском Нагорье было 4 этнические группы. Индоарийские племена дардов и монов в верховьях Инда, оседлые земледельцы, управлявшиеся родовыми князьями. Кяны, цяны, воинственные кочевники в Амдо, Цайдаме и Каме. По ошибке их в XIX веке называли тангутами. Они управлялись родовыми старейшинами и воевали против империи Хань в союзе с хуннами. Шангшунг, Северный Тибет, был населен иранскими кочевниками, близкими к сакам. О них известно лишь то, что они внесли в Тибет религию Бон. Оседлые тибетцы-боты, распространявшиеся по долине Брахмапутры, Цангпо. Они положили начало созданию тибетского царства. Согласно легенде, они произошли от брака самца-обезьяны с горной ведьмой, что можно интерпретировать как метисацию пришлого этноса с аборигенами. История их до VI века легендарна. Можно лишь предполагать как наиболее вероятное, что тесного контакта между перечисленными этносами не было. Третье. В 439 году в Южный Тибет прикочевала небольшая сяньбийская орда, быстро ассимилированная аборигенами. Никаких изменений это не принесло. Четвертое. В начале VII века началось усиление южных тибетцев, завоевания которых в середине VII века охватили весь Тибет. В VIII веке распространились на Западный Китай, Ганьсу и Шэньси, Памир и Хотан, а в IX веке на Уйгурию. Но в момент самого большого торжества в 861 году Тибетское царство распалось. Почему? Пятое. Пристально рассмотрев внешнюю и внутреннюю историю Тибета, можно отметить общее повышение активности среди ботов при относительно стабильном состоянии прочих этносов. В долине Цангпо воздвигаются дворцы, готовятся походы, введена письменность, идут религиозные диспуты между буддистами и жрецами Бон, сооружаются пагоды, идет борьба царя против знати. Накал политических страстей неуклонно возрастает, пока в 842 году после убийства сторонника Бона царя Лангдармы не вспыхивает внутренняя война, приведшая к разделению страны на множество мелких княжеств и племен, активность которых была ничтожна. И что особенно важно, рост активности мало отразился на развитии производительных сил, а ушел в агрессию, как внешнюю, так и внутреннюю. Случайно ли это? Шестое. Сравнивая историю тибетского царства с современными ему государствами и кочевыми державами, мы видим, что аналогичный подъем наблюдается, но отнюдь не повсеместно. Он охватил довольно большой широтный регион по обе стороны 30-й параллели. В Аравии проповедь Мухаммеда и создание халифата.
В Индии начало движения раджпутов и разгром ими империи Гупта. В Китае националистическая реакция, опрокинувшая Сяньбийскую империю Тоба-Вэй, переходит к созданию агрессивных империй Суй и Тан. В Центральной Азии выходцы из Алашаня, тюрки Ашина, создают Великий Тюркский Каганат. Допуск плюс-минус 50 лет невелик. 7. Страны за пределами очередного региона не обнаруживают подъема активности и становятся жертвами своих соседей. Таковы Южный Китай, царство Чен, Южная и Восточная Индия, Сасанидский Иран, Византия, утерявшая Сирию и Африку, Испания, Аквитания, Южная Сибирь, захваченная тюркютами, и Восточная Европа, куда вторглись авары. Через несколько веков положение меняется радикально, но это уже другая проблема. Итак, взлет тибетского политического могущества и быстрое его падение не исключение, а знамение эпохи. 8. Рассматривая явление целиком, можно исключить возможности культурных заимствований, экономической инфильтрации социальной взаимообусловленности, а равно и популяционно-генетических связей. Одинаковые процессы возникали в одно и то же время в совершенно непохожих условиях. Разумеется, результаты их были различны, несмотря на схожесть модели процесса. Следовательно, здесь наблюдается не общественная форма движения материи, а другая, подлежащая изучению. 9. Общим во всех отмеченных вариантах было явление этнической интеграции. На местах былого этнического разнообразия создались массивы, арабские с исламом и единой системой управления, индийский с кастовой системой при политической разобщенности, тюркский вечный эль, сочетание орды и племенных союзов, Срединная империя Тан, где варварские племена смешались с аборигенами в единый этнос. Тибет, ставший монолитной страной в своих географических границах. Лишь немногие из подавленных этносов сумели впоследствии возродиться. Персы, испанцы, кидани, но далеко не в первоначальном виде. Значит, с описанным толчком связаны процессы этногенеза. 10. Процессы сложения и распадения этносов связаны не только с природой той или иной страны, вмещающим ландшафтом, но и с исторической судьбой ее населения, а последнее зависит в значительной мере от этнического и социального окружения. Если природные условия влияют на этнос через его повседневную экономику, то окружение вмешивается в политическую и идеологическую жизнь страны. Причем иногда дело доходит до полного истребления целых народов, не оказавших вовремя должного сопротивления. Так, китайская агрессия эпох Хань и Тан покончила с жунами, ди, юэ и южными хуннами и сяньбийцами, но в Тибете натолкнулась на жестокое сопротивление и отступила. Однако и сам победитель, тибетская монархия, хотя и смог объединить народы своей страны, распался и погиб от глубокой внутренней розни. 11. До VII века фактическая власть в Тибете принадлежала родовой аристократии и жрецам религии Бон. Царь Сронзан Гамбо открыл двери идеологическому вторжению, пригласив из Индии и Китая буддийских проповедников. К социальной борьбе знати и короны прибавилась война за веру, шедшая с переменным успехом и унесшая огромное число жертв. С обеих сторон гибли наиболее горячие, искренние и смелые люди,
а равнодушные меняли свои симпатии, нарушали клятвы верности и прозябали. Кроме того, много жертв уносили походы, даже удачные. Внутренние и внешние войны вытягивали все достояние населения, отрываемого от труда и лишенного покоя. Поэтому царство пало в момент наибольшего успеха на всех фронтах от внутренней смуты. Но оставшееся население было уже интегрировано, и этническое единство оказалось наследием жестокого периода расцвета тибетской монархии. 12. Теперь мы можем интерпретировать этническую историю Тибета. Около VI века в субтропическом поясе Евразии родилось некоторое количество особей со стремлением к повышенной активности, так называемых пассионариев. К началу VII века потомство появившихся стало столь многочисленно и деятельность их столь значима, что это было зафиксировано в истории. Продолжая развивать активность, тибетцы подавили независимость племен, не затронутых толчком, живших севернее ареала толчка. Затем вступили в войну с китайцами и арабами, завоевателями Средней Азии, и, наконец, в борьбу между собою. Лозунгами или символами этой внутренней борьбы стали исповедания Бона и буддизма, но под этими индикаторами крылось соперничество царя и знати, которое в условиях малой напряженности не принимало столь острых и кровавых форм. Так как активная часть тибетцев по большей части гибла в войнах и распрях, то когда процент их в сформированном ими этносе уменьшился, уцелевшее население разошлось по родным ущельям, вернувшись к состоянию равновесия со средой, как природной, так и этнической. Ущерб, понесенный Тибетом, был столь велик, что лишь через 200 лет наблюдается некоторое возобновление интереса к идеологическим проблемам. Тогда новая проповедь буддизма Атиши имела успех, и с того времени Тибет превратился в цитадель буддизма, но уже никогда не вернул себе военного могущества.